Итак, дорогие друзья, сегодня мы видим, как обостряется ситуация в Дагестане и стремительно движется к гуманитарной катастрофе. Дагестан погрузился во мрак и хаос и сидит без света и воды. Горят и взрываются древние электрические трансформаторы, уже давно вышедшие из производства, так как они давно уже не соответствуют техническим требованиям эксплуатации в современных городах, где очень часто электрические сети подвергаются большим нагрузкам, особенно в летний период. Так, российский оператор электроэнергии компания «Россети» с позволения губернатора Меликова подсунул их дагестанцам, как бы издеваясь и надсмехаясь над ними. Выделенные из центра миллиарды на восстановление инфраструктуры куда-то пропали, а спроса за это ни с кого нет. Проводка залатана и не выдерживает напряжения. Республика тонет в горах мусора, которое не вывозит неделями. У людей ломается техника, портятся продукты. Люди, находящиеся постоянно на искусственной вентиляции легких, остаются без возможности подключения. Заявок от них для оказания помощи на время коллапса никто не собирает. Более того, несогласным угрожают проблемами и другими видами угроз в случае публичных обращений с критикой режима Сергея Меликова. Круглый год жители всех без исключения районов и городов Дагестана писали во все инстанции и каналы республики жалобы об отсутствии света, воды и тепла. Но вместо того, чтобы посетить место чрезвычайных ситуаций и поддержать людей, Меликов отсиделся в Москве, выпрашивая дополнительное финансирование. А по приезду, вместо поддержки жителей и личного участия в решении острых проблем, поехал по делам своего руководителя госсекретаря республики Магомед-Султана Магомедова в Буйнакский район, так как именно Буйнакский район, госсекретарь Дагестана, местный долларовый мультимиллионер сейчас берет под себя. Кроме того, глава Дагестана отпустил в отпуск вице-премьера Манвела Мажонца, азербайджанца, который курирует энергетику республики и, завышая людям тарифы, годами кормит их обещаниями и ворует деньги дагестанцев с одобрения Меликова. Дагестанцы уверены, без незамедлительной реакции Москвы ситуация в Дагестане станет предельно бедственной во всех смыслах. Слова Меликова о том, что раньше, чем в 2025 году изменений не будет, разъярили жителей Дагестана очень сильно. Люди массово записывают обращения к Москве с мольбами разобраться с республиканским беспределом. Казавшийся когда-то волевым и авторитетным чиновником, Меликов почти сразу же превратился в ручного и марионеточного главу, распустившего до полного беспредела чиновников республики на всех уровнях власти и впавшего в зависимость от местных кланов. И, как оказалось, вовсе не за даром. Не помогли и несколько крупных разносов от первых лиц в государстве по поводу состояния ЖКХ и здравоохранения в республике. Сегодня, когда руководство Дагестана, раздирая глотку, кричит о заполнении гостиниц республики туристами и их прибывающем потоке, дагестанцы круглый год, не в лютый холод, не в знойную жару, не имеют доступа к воде, электричеству и теплу. Южные зоны республики с начала и до конца летнего периода остаются совсем без воды и электричества, пригороды столицы живут как в первобытные времена. А их статус никто до сих пор не определил, чтобы у людей элементарно была возможность заключить хотя бы договоры на поставку электричества. Поставщиком и главным расхитителем всех денег, которые выделяются на приведение сетей в порядок, уже который год в Дагестане является компания «Россети», которая откровенно грабит дагестанцев, поставляя неработающие старые трансформаторы, смеясь над людьми и их горем, в то время как руководство Дагестана в лице Меликова стелет руководству Россетей красную дорожку, дарят благодарности, вручают грамоты и встречают хлебом с солью. Всех альтернативных поставщиков электроэнергии выводят из числа претендентов по сфабрикованными в отношении их руководителей уголовными делами.